Уже третий день рождения Александр Кольченко находится в российской тюрьме. Украинские активисты собрались в Киеве на 27-ю годовщину политзаключенного. В этот день друзья и близкие крымчанина раздавали еду прохожим. Александра Кольченко обвиняют в террористической деятельности. Он осужден в России на 10 лет. Саша, с днем рождения! У памятника Григорию Сковороде в Киеве собираются друзья Александра Кольченко. Они здесь, чтобы отметить его 27-й день рождения и пожелать скорейшего освобождения. Как не страшно это звучит в этой ситуации, но видя какую-то информацию о Саше, я им восхищаюсь в плане того, что он находит в себе силы улыбаться, он находит в себе силы оставаться человеком, развиваться, да, он получает даже новую специальность, учится. Крымчанка Татьяна Безрук училась с Александром в Таврическом национальном университете. На акцию пришла с тортом. Да, я опоздала на акцию, потому что я взяла жидкую сметану и крем не сделался. Оккупационные власти обвинили Александра Кольченко в терроризме и осудили на 10 лет колонии строгого режима. Олег Сенцов, который проходил по этому же делу, получил 23 года. Обвинительное заключение строилось на выбитых показаниях бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева. Они никогда не были знакомы, рассказывает Геннадий, но он не смог выдержать пыток и все подписал. Чувство вины теперь не оставляет его. Звісно, я відчуваю. Я про це і постійно кажу, що, можливо, якщо було б більше сил і більше підготовки, то, може, і було, може, можливість витримувати ці биття струмом і так далі. Тому я сьогодні тут, щоб допомагати, щоб намагатися визволяти хлопців з полону, з Росії. В челябинской тюрьме Александр уже третий год, и уже третий день рождения его не может поздравить мама. Ей удалось всего один раз в мае съездить к сыну на свидание. Общаемся посредством писем, и то они не всегда доходят. Редкие телефонные звонки. Я ему постоянно рассказываю, что проводятся акции в его поддержку. Постоянно передаю ему привет с Украины, и он чувствует эту поддержку. Александр родился в день памяти жертв Голодомора. В этот день он раздавал еду бездомным. Друзья продолжили эту традицию и угостили прохожих крымским пловом. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР.